Привет-привет! Ну что, хотелось бы сегодня поговорить с вами о новинке, о такой замечательной приманке, как Chubby Bug. Это уникальная приманка, которая, в принципе, мне очень понравилась. Она произвела фурор, действительно фурор на рыболовной выставке 26 года, в этом году, когда ее представили. И основная концепция в том, что эта приманка... Ну, есть несколько гипотез, по крайней мере, по поводу этой приманки и появления. Одна из гипотез гласит о том, что данная приманка появилась благодаря Кириллу из Нордстрима, так как он очень долго просил вернуть Hamakuru Spider производство. Это легендарная приманка, если кто не знает, это предыстория. И вот благодаря этой инициативе возникла вот эта приманка. Она вроде бы как возникла год назад. Возникла она год назад, и, как полагают, как по гипотезе тоже, ее создали специально для российского рынка. И анонсируют появление массово на рынке, когда его пустят в производство в мае, в июне в России, официально у дилеров. Однако, вот я ожидаю так, смотрю в интернете в феврале, начале марта, она уже появилась физически в магазинах Литвы, стоимостью от 13 до 15 евро, и Австралии. Вот, естественно, я решил заказать. Спасибо Кате, которая помогла это. Доставка, на самом деле, в Беларуси это была довольно та еще проблема. Заказали мы 5 штучек, там кооперируясь с ребятами. И в итоге вот у меня есть 2 такие приманки. Так, хотелось бы записать этот обзор, прежде всего для того, чтобы понять, что это за новинка. Очень много легенд, очень много слухов по игре нее. Первое, то, что она не держит струю. Второе, заглубление, кто-то говорил про мягкую заднюю часть и прочее. Сразу скажу, я никак не заинтересован продавать эту приманку, мне абсолютно все равно, мне просто она понравилась внешне, я как и кот клюнул, как и рыба на нее. Из того, что могу сразу сказать, эта приманка держит струю, но требуется снимать заводное кольцо, потому что, в принципе, я пробовал, тестировал на 9 реках с кольцом, без кольца. Действительно, с кольцом, и когда мы используем застежку обычно круглой формы, не треугольной, игра сбивается на течение, его выносят наверх, поэтому надо обязательно снимать колечко, если вы используете, если напрямую вяжете поводку, либо к леске, либо к плетенке, либо к монофилке, короче, к вашей леске. Апстрим. Нормально. Идет где-то сантиметр. Пробуем. Летит хорошо, очень точно. Ветер не сдувает. Второе, заглубление. Самая глубокая часть, которую мне удалось насколько мне удалось заглубить, это на 4 сантиметра. А так обычно 1 сантиметр она идет. Даже на самом сечении. То есть это прямо как Чабик СССР. Тот же самый. На отвод 1 сантиметр. Шикарная игра, колебания. Все как надо. То есть в этом плане проблем нету. То есть это супер поверхностный. Идет выше, чем Hamakuru Spider. Hamakuru Spider все-таки чуть пониже идет. Игра очень схожая, высокоамплитудная, с отличным роллингом. Шумовой эффект у них минимальный. То есть проблема в том, что у копий Hamakuru Spider, это там Blue, All Blue и прочих, они очень шумные. Часто отпугивала просто рыбу. Это менее шумная, а она по шумности ближе между что-то хикари и фукузиями минимум. То есть у нее такой жужжащий звучок, там буквально небольшое колебание шариков для балансировки идет. Что еще из интересного? Плюх. У нее отменный плюх. Просто посмотрите на это. Когда она плюхается, она чем-то похожа на сакуру,
бак и нотобак. Ну, по-моему, бак, короче, который побольше версия. Вот очень-очень похоже. Можно использовать такой так называемый маленький дротчик, как его называют. Ну, небольшое подтычное подергивание кончиком спиннинга. Оно пускает усы, и дальше можно играть. То есть такая неплохая замена. Дальность полета отличная. Летит довольно далеко, уверенно. Хотя здесь, по-моему, никакой системы дальнего заброса и нет. Там один шарик у нас. И 2 шарика для балансировки. Вот. Что еще из интересного? Усики никак не мешают игре. Разловил я ее буквально на 2-й рыбалке, но не профильной рыбой. То есть клюет, но не профильная рыба. Вот. Голавль пока не клюет, потому что у нас довольно холодно. Сегодня 0 градусов было, снег и жуткий ветер 3-4 км в час. Я вот тут прячусь в такой, нашел тихое место, где я могу хотя бы сказать что-то, донести какую-то информацию. Думаю, будет обязательно ловить. Стоимость вроде на российском рынке уже там 2500, я смотрел на Авито. Мы брали по 13 с чем-то евро, ну, плюс доставки, плюс все прочее. Не думаю, что она должна стоить дорого. Вообще, на самом деле, очень просто сделано, гениально просто. Игра отменная, воду не пьет. Петли все проклеены. Хорошее качество, на самом деле, исполнения. Краска пока еще не облезла. Ну, это такая проблема у Джекала. Вот. Так что, думаю, приманка будет ловить. Я отдельно выпустил по этому видео, потому что хотелось развеять мифы какие-то. То есть это действительно интересная приманка. Так, хотелось бы добавить по поводу палки. Прошел слушок, что Кирилл из Норфина рекомендует использовать спиннинги, ну, в своем видео он говорил, до 5 грамм. Это вот Yamaha Blue Current до 5 грамм, довольно такое жесткое, для своих псей не лапша. И смотрите, не сильное течение, уже сгибает. Он по упористости, что среднее, как хикари примерно. То есть ожидать от него какой-то мягкости, ну, это довольно такая упористая приманка. То есть она идет прямо под поверхностью, чуть-чуть меньше, чем Чабик СССР. Вот. А так все то же самое. То есть вот палка, течение не самое сильное, его уже то есть заваливается спиннинг на такой на струе. Если будет сильнее, будет сильнее. Поэтому я бы использовал, ну, до 5 грамм комфортно ловить. Но я бы использовал, наверное, что-то до 7 грамм, что такое более не бояться. Это потому что такая странная рекомендация до 5 грамм. Чем это обусловлено, я не знаю. Он очень хорошо летит, плюх хороший. Зачем до 5, непонятно. Оставим этот вопрос Кириллу, пускай может ответить на него. Тук-тук-тук. Еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А также заходите в мой телеграм-канал, группу точнее. Вот ссылочка будет в описании видео. Там делимся различной информацией. Там ребята очень толковые, уже там 50 плюс человек. Все прям все делают по теме. Поэтому говорят очень нужные вещи. Пока мне все нравится. Ну и отличные рыбалки, отличного сезона. Пока! Опа.